с Украиной. То есть, как бы так сказать, правильно, чтобы никого не зацепить, значит, я думаю, что в Украине заигрались в дружбу с Европой и забыли как бы с кем-то согласовать свои действия. Ну, это я так думаю. Но это же не повод убивать людей, захватывать территории, рассказывать. Ну, то есть, это был вполне, в общем, осознанный выбор таких же молодых людей, как в Ереване. 29 марта 2014 года в городе Одессе Союз армян Украины провел свою первую квартальную конференцию, где было общее обращение к украинскому, к стране, гражданам Украины о том, что Союз армян Украины признает территориальную целостность страны так, как оно должно быть. Крым в составе Украины. После того, как на Донбассе пошли действия, у нас было еще одно обращение гражданам Украины и к всему руководящему составу страны о том, что мы признаем временно оккупированную территорию, зону АТО, территорией Украины. То есть армяне Украины, они за территориальную целостность страны. Почему так произошло с Российской Федерацией? Ну, я не в политике был на то время, и я не могу сейчас сказать. Ну, свое видение я вам сказал. Мне кажется, кто-то заигрался и забыл, наверное, что в геополитике Украина не очень большая страна. Правда? Она не очень большая страна. Она большая территориально в Европе, но она не крупный игрок. В 1991 году, если бы Украина не отказалась, наверное, от ядерного арсенала, я думаю, сегодня Украина была бы в совсем другом статусе.